Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. На родину вернулся абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев. По этому случаю состоялось праздничное мероприятие с участием главы региона. Развитие культуры как одно из приоритетных направлений региона. На днях глава республики провел совещание с руководством и коллективом Минкульта. Министерство культуры имени Рамзан Хаджи Кадыров провел инспекцию по нескольким строящимся объектам. Ему доложили, что все работы идут согласно графику. Россию посетил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бен Заид Аль Нахаян. Он и Владимир Путин обсудили экономическое сотрудничество между двумя государствами. Здесь же участие во встрече принял глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Такие встречи и обсуждения сотрудничества экономического характера очень важны в налаживании дружеских связей двух стран. Об этом говорит президент России Владимир Путин на встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заид Аль Нахаяном. В переговорах принял участие и Рамзан Хаджи Кадыров. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, позвольте мне еще раз всех вас сердечно поприветствовать в Москве, в московском Кремле. Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания. Президент Объединенных Арабских Эмиратов отмечает, что для него очень ценно сотрудничество с Россией и ее народом. Он выразил уверенность, что эти отношения будут развиваться. Господин президент, меньше чем за 1,5 года. И должен сказать, что наши встречи, и мы постоянно остаемся на связи. Я очень высоко ценю наши отношения с вами, как на личном уровне, так и на уровне нашего рабочего взаимодействия. Мой дорогой друг, отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов носят исторический, стратегический характер. С момента объявления стратегического партнерства в 2018 году эти отношения качественно развиваются. Глава Чеченской Республики пользуется большим уважением у глав восточных стран. Президента Объединенных Арабских Эмиратов он называет своим братом. Стороны договорились улучшать взаимодействие по ключевым вопросам. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном прошло торжественное мероприятие по случаю возвращения домой абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева. Во дворце торжеств Ирседе прошла концертная программа, посвященная спортсмену. Также из рук главы региона от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова победителю были вручены ценные подарки. Подробности далее в сюжете. Рамзан Хаджи Кадыров и абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев вместе летят из Москвы. Победа бойца в недавнем поединке вошла в историю, и возвращение спортсмена ожидало огромное количество людей. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Сегодня Артуру Бетербиеву нет равных во всем мире. Количество его поясов это доказывает, подчеркивает глава региона. У него 7 поясов. Такого боксера в мире вообще никогда не было, абсолютного чемпиона. Поэтому мы все гордимся, мы все ему желаем удачи, да, эту боль. Сам спортсмен говорит, что без участия и поддержки Рамзана Хаджи Кадырова победа и вовсе могла не состояться. Мотивация была, конечно, запредельная. Не каждый раз везет так выступать. Это победа Рамзана Ахматовича, потому что если бы он еще, когда я был ребенком, он мне, как сказать, можно сказать,
зарядил меня на эту победу, потому что он еще тогда сказал, что из меня хороший боксер станет. В сопровождении большого кортежа Рамзан Хаджикадыров и Артур Битирбиев направились во дворец торжеств Ирсиде. Там состоится главное празднество по случаю возвращения чемпиона. Уже на месте глава Чеченской Республики сделал первый подарок спортсмену. Это квартира в одном из строящихся высотных домов в новом районе имени Владимира Путина. Первый подарок – дом Гуанури. Самый высокий дом в Путинском районе. И что, квартир, Первый подарок. Во дворце торжеств состоялась концертная программа. По ее итогу несколько слов сказал глава региона. Он отметил огромную значимость заслуг Битирбиева для всей республики и призвал молодежь равняться на него. ويتعان دونا شادر شيء خلص كترت دقة دي درت هورا شاتوقي وش عوش كدوا دوقتيش دويد ونداجي دونا سون أرتور ويشول سينا دقات دوش دقانيد شتزم بيردو جينا دون جيم سيريان أرتور شاد دقيستاني حبيان ورد ترنوش يلا أرشين توشن قميل خلنا نكسن دديشتك أو شادر يجي دديشتك دير دون رينج شاد ديشتك أحد ديش دوال دونا برت بنا تغنا أرتور هنس كوست زود خلا بتو أرتور خلا بو Arturi Jolsjol titels هون يول absolutely those vans handig geleid. هون دونه worth boys тут حداديش دوش باقي. Чеченский чемпион получил из рук главы региона ценную награду. Ему присвоено звание «Почетный гражданин республики». Указом главы Чеченской Республики за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, высокие спортивные достижения, получившие мировое признание, присваивается звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» Битирбиеву Артуру Асельбековичу, абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе. Битирбиев выразил слова благодарности главе региона за всестороннюю поддержку. هادينشون صوتا احسن ميردينشنا دال ديكنز بيقنبول он سبعون بيقنبات делабу дал диканс бекамбол. То хотелось бы сказать, честно, этот микрофон не очень люблю я. Как наш глава, многоуважаемый Рамзан Ахмадович говорит, если вы все-таки взялись за спорт, то идите до конца, добивайтесь, мечтайте, идите к своей мечте днем и ночью, даже когда спите, можно сказать. Поэтому нам всем повезло, мне в первую очередь, что у нас такой глава Рамзан Ахматович На самом деле, как Рамзан Ахматович делает внимание, нету нигде в мире такого, я вас уверяю, я и за океаном был, и где только не был. Нету такого на самом деле. Министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Ахмад Кадыров представил подарок для Битирбиева от фонда Кадырова. От фонда Солоду Артурин Геленваген 63 возле Далде объективы. В завершении глава региона обратился к подрастающему поколению. Он призвал идти к своей цели, несмотря ни на что. Любые трудности и испытания в будущем станут хорошей наградой. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона провел рабочую встречу с коллективом Министерства культуры Республики во главе с руководителем ведомства Исой Ибрагимовым. Обсудили итоги проделанной работы и планы на ближайшее будущее. Особое внимание было уделено проблемным вопросам, в частности, недостаточной работе по выявлению новых талантов в республике. Открывая совещание, Рамзан Хаджикадыров отметил важность сохранения и развития чеченской культуры. Он подчеркнул, что за последние годы были созданы условия для творческого и профессионального развития работников культурной сферы. Министерство культуры серьезная организация. Министерство культуры именно Белош на то культуру на дух. Дуаш як нас. Районные дома культуры Болчадо. Талантливый беж. Yurtdan qaraymoşar asada şaldon hada üç filharmoniya hele hiç ağırlı şey kolektiv çağrış son rezoş baldona pat 6208 belladona
Латошук Министерство культуры. С начала масштабного восстановления республики, инициированного первым президентом Чеченской республики Ахмат Хаджи Кадыровым, сотни артистов и деятелей культуры были удостоены высоких наград и получили всенародное признание. Местный наградчик артист. Почетное звание «Заслуженный деятель искусства СССР» Шикерла, почетное звание «Народный артист» Елхайла и звание «Заслуженный артист СССР» всего Елхайла федеральный разу полгода всего Берга улице на федеральном уровне 32 постнаграды. Почетное звание «Народный артист», почетное звание «Заслуженный артист», почетное звание «Заслуженный работник культуры». Вот региональные награды, честная учена, Ичкерию, Анчуаха, Елдер Сиодона, и вот награды. Ама Хажвечане да разу полгода Новчичуах, Елдер, вот Айсу награды. Орден Кадырова. Медаль за заслуги перед Чеченской Республикой 43, почетное звание «Заслуженный деятель искусства Чеченской Республики» 33, почетное звание «Народный артист» 122, почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» 225, почетное звание «Заслуженный работник культуры» 200, почетное звание «Народный художник» 2, почетное звание «Заслуженный художник Чеченской Республики» 10, это 822 награды. Horadon esel nagrad tabojan bakhil ta nagrada yoch de sujiz ta jioti chandon dalota nagrad chore dalur nagrad tabojan avansam dela asari hegemoniet su tahir dater deten barger bacher dedon. Также в ходе совещания Рамзан Хаджи Кадыров выразил слова благодарности народному артисту Чеченской Республики Шарпуди Исмаилову за активную творческую деятельность в зоне специальной военной операции. Binoyevski Visnayosh, es elto tsaqilni shiili yazdinas, kiilli sayazdin çoğbiru boldinas kuşat. Hava dona Ukrayna, Belgrad, Kursk, Donetsk, Lugansk, Vayden, Derez, Gılboş, Vava, Mosu Metol, Chefbeldo, Mosu Genç, Gengindon. В завершении глава региона поручил Исе Ибрагимову и другим ответственным лицам обратить особое внимание на решение поставленных задач. Хава Айдемирова, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло мероприятие, посвященное 25-й годовщине со дня воссоздания Управления Федеральной службы безопасности по Чеченской Республике. Мероприятие посетил и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он поздравил виновников торжества с праздником и отметил значимую роль органов безопасности в защите государства. Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности, поздравляю вас с профессиональным праздником. На вас лежит особая миссия по защите государства от внешних и внутренних врагов. Это нелегкий путь, часто сопряженный с риском для жизни. В самый сложный для нашего региона период вы внесли большой вклад в борьбу с международным терроризмом, который начали президент России Владимир Владимирович Путин и первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Вместе мы победили это зло. Многие тогда считали ошибочное решение Владимира Владимировича поставить во главе республики религиозного деятеля, но время показало, что, как и всегда, это было дальновидное, мудрое и точное решение президента России. В ходе мероприятия прошло награждение отличившихся сотрудников управления. По указу президента России им вручили медаль за заслуги перед Отечеством второй степени и медаль Суворова. Высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова присвоили герою России полковнику Дмитрию Подорожному, а начальнику УФСБ по Чеченской Республике Дмитрию Кечкину вручили медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. А также наград удостоились отличившиеся сотрудники управления. В рамках мероприятия ведомству передали автомобили УАЗ «Патриот» от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Указом главы Чеченской Республики за безупречную службу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении должностных обязанностей, и в связи с 25-летием со дня образования воссоздания Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чеченской Республике награждается орденом Кадырова Подорожный Дмитрий Владимирович, Герой Российской Федерации, полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В ходе рабочей поездки в Москву Рамзан Хаджи Кадыров встретился с руководителем администрации президента России Антоном Вайна. Обсудили социально-экономическую ситуацию в Чеченской Республике. Вайна заверил главу региона в готовности оказывать всестороннюю поддержку в решении актуальных вопросов, подчеркнув важность эффективного взаимодействия регионов и федерального центра. Также лидер субъекта встретился с директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующим войсками Национальной гвардии России Виктором Золотовым. В ходе встречи обсуждалась деятельность чеченских бойцов Росгвардии, участвующих в СВО на Украине. Генерал высоко оценил их работу и выразил готовность оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров провел расширенное совещание, посвященное развитию Шалинского района. Обсуждались достигнутые успехи и проблемные вопросы, которые лидер субъекта поручил решить оперативно. Сюжет Халимат Шахидовой. Совещания, посвященные развитию муниципальных образований республики, проходят на регулярной основе и уже показывают положительные результаты. В этот раз глава региона собрал руководство Шалинского района. Правительственное поручение луж стябал спешадов Инстан Шалинский район качивает моду хал экономический, политический, безопасность дисал С докладом выступил глава Шалинского района Турпал Али Ибрагимов. Он подробно рассказал о всех положительных изменениях. Эти преобразования сделали город Шали одним из центров туризма региона, благодаря чему только за 9 месяцев 2024 года район посетили более 98 тысяч туристов, на 7% больше, чем в 2023 году. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что Шалинский район достиг значительных успехов и продолжает активно развиваться. Он также подчеркнул, что нужно уделить особое внимание идеологической и духовно-нравственной работе с молодежью. Район Хитай, Ладнеш, Риш, Мосу, Татуар, Бескачел, Сигада, Садеш, Дизеномадец, Делан Цабеш, Улгикит, Биешпеш, Цакич, Нислуш, Аун, Карина Война, да, истян идеологический болт, Бабизабуд, Хой, Адам Паратдатиш, тут Паратдагай, Динабусадо, Шесинос Сакрош, Кентит, Авюш, Хабош, да, Шесинос, Дадила Далаз, Вобалдвельдон, Lézénes Budán, Siel, Csuad, Kökbeken, Kükdeken, Bekbeken, Vávilen, Teg, Olcsön, Bécen, Halhordec, Egy Samerőkják, egy Smerőgóvában, Szóházat, Dakwallal, Tám, Jakkéten, Hön. Цазулан дичтуна жаптал дизер дошло масара тунер дошела последний докка алтеллек дона шелю дастон тунер йода кабо стел глава район начальник милиции хейсна шун хайд абодас теадуэл динабуса вау теадуэл динабуса стя хайдиз дон кеда Isendolom цадали кидала род я ночь жойдер ястас дальше дукер имущество для нужд даю кажется род мах шед бер долда диз шед дюзал жабо диз. Главы сельских поселений района рассказали о возникших проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Масо махкасан шорт дик белшку траха бин ла итакел лохойшин аш нахболшта новый поселок Герой. Тига МЖК программа юqyana er 25-27 год данел. Тигюqyerishta 1,5-2 километра и вода сетяти жимхал ханякан жимхал хаяят охер барите. 6 километров хибали, а? 6 километров.
Еще район начальник штаба надо, что проблема есть. Чакда, так, бавишь, халмам, да, дерезу. Дерезу. Чакда, наманович, дал саду, что денан, демасан, дердон. Мэр города Шали Али Саидов рассказал об успехах, которые удалось достичь за последние годы. Все эти крупные изменения произошли благодаря главе региона и поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отметил градоначальник. وعامل أجنية قطعة ومنتيش مية دوش ده ملاش جقدر دكتور ده رزق الأعمال ده شنا تونيش تاعونا. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов рассказал о социально-экономическом состоянии района. Он отметил положительную динамику развития муниципалитета. В Шалинском районе реализуются государственные программы и региональных проектов в 2024 году на территории Шалинского района 15 мероприятий с общим объемом финансирования 3 миллиарда 891 миллион рублей. В том числе строительство врачебной амбулатории 14 миллионов рублей, 5 мероприятий в рамках дорожной отрасли 1 миллиард 713 миллионов рублей, строительство общеобразовательной школы на 720 мест 629 миллионов рублей, 7 мероприятий в рамках жилищно-коммунального хозяйства 728 миллионов рублей. Управляющий отделением Социального фонда России по Чеченской Республике куратор Шалинского района Мохмад Эми Ахмадов также рассказал главе региона о достижениях муниципалитета. Благодаря вам и вашим усилиям Шалинский район с каждым днем меняется в лучшую сторону. Особенно это изменения коснулись города Шали, где ускоренным темпом развивается, меняется инфраструктура, создаются рабочие места, строятся новые социальные и культурные объекты, развивается туристическая отрасль. Ежедневно город Шали посещает сотни туристов из разных уголков России и уезжает с желанием еще раз вернуться сюда. И такой позитив, несомненно, радует всех нас и дает значительный положительный имиджевый эффект для республики. Глава республики отмечает, что нужно усилить работу по привлечению граждан на имеющиеся вакантные места и заниматься воспитанием специалистов в узких направлениях. Докуешь, строящий, докуешь, белошбу, докуешь, инвестпроект, специалист бизнес больше будет, во всем направлениям, уже специалистический объект, конечно, хакия бизнес больше, военный специалистический объект, стоят завод, дела фабрики, дела ресторан, дела дон, гостиницы, дела башкулет, сейчас стоят дон, курорт, дела стоят бизнес был, ама беш, кита беш, интеллект, да, уж кичи, уж ё, да, вот на то, что я хан демократичен, то был бы, было медикализм, уже и специалисты, уже был забоишь. Также глава республики поручил обратить внимание на необходимость выявления новых талантов среди молодежи республики и активному содействию в развитии сферы культуры. Киев пандер, деш пандер локшвей, уявляет пеш, уж поощряет пеш, стоят белаш по бизнесу, локут проект, что есть нахуж, дела, вой инц цасбакен, наш добавила, кезби, вой талантливый нах, кезби бешбацвей, уж кезби собеседа дона, массу района получали дона, осы министерство бедных получали дона, доза дозуч, или эльчи, хелло эльчи. За последние годы Шалинский район достиг больших успехов. Активно вводится в эксплуатацию новое жилье и реализуются инвестиционные проекты. Халимат Шахидова, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров проинспектировал строительные работы в Грозном. Вместе с соратниками он проверил возведение комплекса правительственных зданий, реконструкцию улицы имени Шарипова и строительство района имени Владимира Путина. Хава Айдамирова расскажет подробно. Начинает инспекцию Рамзан Хаджи Кадыров с места возведения комплекса правительственных зданий, которое по завершении работ станет новой достопримечательностью столицы. На данном этапе строители занимаются возведением основных каркасов будущих зданий. По словам мэра столицы Хасмагомеда Кадырова, строительство ведется в соответствии с графиком.
келешо правительство срок работы срок сентября что заказать еще человек электричество слабо человек жуамер конечно заказать главное не знаю что еще можешь всегда правительство, администрация, министерство шало, и я тоже четырехэтажное здание, керта междигду, шайк еще современные условия, технологии, шайк централизую, пол мониторить, что побежь по больше объектов. Вот срок шверошу, это вообще середина года лет, цашой лет срок, ценцы дорого что пойдал мама. Затем глава региона побывал на улице Асламбека Шерипова, где в ближайшее время начнется масштабная реконструкция. Проект предусматривает строительство нового туннеля и шестиполосной дороги, что значительно улучшит дорожную ситуацию в городе. Туннеля, поезд на том, больше машин, Ингушетия маршрут хайол шо але эчтак да проездно когда инзам ночи чуть-чуть обратно вообще до поезда до товарный ушли это вот шо ну бухане вы хоктир да хашеф ваш бюлбелил ше коляски бюлбелил чан тротуар цол пешеходный ихербу Yo zelený zón dič došť ichidu, etstýr da haši polasa habur bukas. Jelch polasa. Из jelch polasa ichidu, yo dič došť zelený zón ichidu, yo пешеходный hoka и тротуар ichidu, так yo hokyo ka iš zelený zón ichidu тоже. Терта işte под мрамор, ой малар мела, современный юз хаза юз, büyüsen nahaz görüyor, şpatsuet kşasın mramor. Üşa yüçüy. Дот ола это лечь черкшлац уштейтен просто образец как татуировка на цера воли деш выбрать на ты вариант вейделас под цвет кшмаситиалас чё эштил шо разница под гранитный эч клуб что генерал шима гасетен не на доступный Также лидер субъекта проверил ход строительства района имени Владимира Путина. Здесь активно возводится многоуровневая транспортная развязка, которая свяжет новый район с улицами Назарбаева и Ларсанова. В настоящее время специалисты уже начали укладку асфальта. Строительство многоквартирных домов также ведется в соответствии с графиком. Рабочий сил, летом вот эти они фото проблемы. Как ты что не делаешь? Да, смотри, чек волосы. Один сечи, благоустройки, асфальт лаильчан, фасадный часть, еще там асфальт добыльчу. Вот, да, новый воду 100% кичка. Кичари? Кичари. Освещение самые современные. Шайки мощь чё хагоцен. Орнамент возвышает. Очень очень право воюющий орнамент скертя. Самый. А? Вау, должны. Энди уровень, я? Содон, да, лучше. Есть? Знаешь? Есть дало коннекшн. Им доходит, нет? Им там Глава региона высоко оценил уровень и качество проводимых работ. Он выразил уверенность, что в скором времени Грозный станет комфортнее и современнее благодаря реализации этих масштабных проектов. Хава Айдемирова, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Москве состоялась встреча представителей движения «Хамас» из Палестины и официальными лицами России, в то время как Израиль нанес очередной авиаудар по мирному населению. На этот раз атаке подверглась больница. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Москву посетила делегация движения «Хамас» из Палестины. Заместитель председателя Политбюро Муса Абу-Марзук провел переговоры с российскими официальными лицами. Это второй визит «Хамас» в российскую столицу за последние 5 месяцев.
Также стало известно о прибытии главы палестинской автономии Махмуда Аббаса в Казань для участия в саммите БРИКС. Хамас призвал Россию стать гарантом прекращения огня в секторе Газа, высоко оценивая честную и справедливую позицию Москвы в урегулировании конфликта. В жилом доме в Аркдейле, США, начался пожар. Огнем было уничтожено 6 квартир, 20 человек остались без крыши над головой. Умар Хан, мусульманин из Пакистана, спасая соседей из горящего дома, нашел священное писание Коран, оставшееся невредимым. Спасенные жители выразили благодарность за помощь. Пожарные тушили пламя на протяжении нескольких часов, остановив огонь и предотвратив более серьезные последствия. Согласно данным сайта Radarbox, за год с начала войны Израиля против Газа было зарегистрировано более 6 тысяч военных рейсов стран Запада. Это свидетельствует о постоянном воздушном мосте для поддержки бомбардировок Израиля в Газе. США и другие западные страны продолжают предоставлять разведывательную и логистическую поддержку, а также военную помощь Израилю в его агрессивной кампании. Агентство САД отследило около 1900 военных транспортных рейсов с октября 2023 года по октябрь 2024 года, более 70% из которых направлены на поддержку Израиля на Кипре, Греции и Италии. Кроме того, отмечено более 1600 разведывательных полетов и 1800 полетов по дозаправке самолетов. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 18 человек и ранении более 50 в результате израильского авиаудара по больнице на юге Бейрута. Многие из пострадавших – дети. Здание больницы и окружающие здания получили серьезные повреждения. Израильские военные заявили, что их целью была позиция Хезболлы, хотя район не считается оплотом группировки. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Заправки в Чеченской Республике проверяют на соблюдение пожарной безопасности. Инспекции проходят по поручению секретаря Совета Безопасности Чеченской Республики Хамзата Кадырова. Совместно с надзорными органами сотрудники Совбеза обходят все АЗС. Сюжет Хавы Ахмадовой. Проверка автозаправочных станций на Теречном районе начинается с села Братское. Это заводская установка. Вот и душа, клапан, что Проверочные мероприятия проходят в рамках поручения секретаря Совета Безопасности Чеченской Республики Хамзата Кадырова. Сотрудники Совбеза проверяют соблюдение требований безопасности на пожароопасных объектах. Сотрудники Совета Безопасности проверяют состояние технического оборудования, емкостей, предназначенных для хранения сжиженного углеводородного газа, требования промышленной безопасности и так далее. Проверяют также документацию и техническое оснащение, работа водонапорной башни, состояние огнетушителей, наличие молниеотвода. В ходе проверочных мероприятий задействованы все органы государственной власти, в том числе прокуратура, Ростехнадзор, представители МЧС, ОДН, также органы местного самоуправления. При выявлении нарушений владельцам автозаправочных станций дается 2 недели на их устранение. Проверки на бехкан. Шадек выдикаду правил соблюдать что белое шадек правил соблюдать бабя что соусал белое упозара делрес хилдахкан дал диабет киркул. Мероприятия по мониторингу автозаправочных станций пройдут на территории всей Чеченской Республики. Проверят каждую заправку. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном прошло торжественное открытие молодежного форума амбассадоров «Профессионалитет». Прошел он на базе Чеченского государственного педагогического университета. В форуме приняли участие 500 человек из 79 регионов России. Торжественное открытие посетили почетные гости. Мы очень надеемся, что вот те надежды, которые руководство страны питает по проекту «Профессионалитет», по развитию системы среднего профессионального образования, по всем вот этим компетенциям, которые активно внедряются, и они станут полезными для общества.
Федеральный проект «Профессионалитет» помогает молодежи получить востребованную специальность, а также сразу приступить к работе без дополнительной переподготовки и с самого начала иметь конкурентную зарплату. Форум продлился 2 дня. За это время участники прошли тематические сессии, мастер-классы, тренинги и занятия по развитию уровня среднего профессионального образования. Этот проект позволяет минимизировать расстояние между работодателями и будущими специалистами, студентами. Поэтому мы надеемся на то, что этот проект и этот форум позволит, во-первых, повысить качество образования в наших кластерах профессионалитет, в наших колледжах и техникумах, и позволит всем нам установить тесное взаимодействие с колледжами и техникумами по всей стране. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.